Завтрак по-турецки. Рыбацкий завтрак. Да, на скорую руку. На скорую ты что, сильно торопился, когда завтрак готовил? Да, так. Спешка. Реактивный завтрак. Так. А кусок рыбы остался. Кому? Давай это, Нет. жребий кидать будем. Нет, я не буду. Я тебе оставляю. Я обычно вообще-то рыбу ем с вечера, но оставлять она испортится. Так что лучше я ее съем. С утра. Почти пол-ведерочка рыбы вчера смяли. Молодцы. Так, Ну, а сюда, чё? косточки сюда сейчас это. Это же нормально. Хлеб вот подсох, да. Хлебушек Так. подсох. Да. В 5 часов утра только рыба пьет. 5, да, сейчас? Да, ну 5 час. Ну-ка, точно. Скажите точное время. 5:22 уже. Ой-ой-ой. Скоро светать будет. Блин. Опять весь рассвет Опять профукаем. профукали. Блин, на протоке же Сегодня- Харис берет. Сегодня спалось так хорошо, отлично, что я слышал, Григорий вставал, я даже не вставал ночью. Я уставал, потому что что-то кто-то там шкребется по окну, думаю, блин, что там, глухари снятся. Ну, вдруг прилетел. И кто там скребался. Никому. Приходил. Простенький завтрак. Да. Яичница с салом, картошка с котлетами. Ну и к чаю пирог. Все как обычно. Завтракаем. И вперед за медалями. За орденами. Не, пусть хотя бы медали. Как это, Теркин-то. И зачем мне орден? Я согласен на медаль. Да. Я согласен на протоку. На протоку поедем? Зачем Ну, мне посмотрим. озеро? Я согласен на протоку. Посмотрим. Если там лед держит, почему бы нет, а вдруг, да? Ну, конечно. Прошлый год-то там какие хорюза были у Сашки-то, да? Да. Вот если такие зайдут, так 0,08 мне надо перевязать. На 0,09. На 0,09 где-то порвут. Вот встречаемся. Да. На наших огромных Просторы. просторах речных, озерных. Рыба не клюет, но мы рыбачим. А что, клюнет все равно. Для первых поклевок. Зачем? Даже поклевки не будут. Мы коротко вам все равно покажем все. Конечно. Дома не сидим, это главное, правильно? Дома. За бортом температура минус 5 градусов. 12 ноября. Правильно? 12 сегодня должно быть, да? Светает. Вот светает. Хотелось бы сказать доброе утро, но утро ни хрена не доброе. Выехали где-то уже, проехали где-то километра полтора, около 2. Треск стоит. Сорвали, колодки были примерзшие, сорвали и по ходу сорвали шрус. Я думал сначала лед трещит, то что машина обледенела, то что по воде ездим, а на самом деле вон, это далеко не машина, это вон металлический звук. Это скорее всего пришел конец фильма «Шрус» вон. Слышите? Нормальный человек давно бы уже остановился, попробовал бы своим ходом доехать до станции СТО, поставить машину на ремонт. А мы еще едем не только в сторону дома, в сторону гаража, а едем в сторону от дома. Едем на рыбалку. Вон, на нейтралке без нагрузки. О. Металлический звук. Может, колодку сорвал. А, может, сорвала колодку, да, примерзшую, и она там дребезжит, да? Шруза машина бы остановилась. Возможно, просто порвал колодку, потому что она была примерзшая, и вот рябчик. Рябчик, я думаю, что копошится черное пятнышко? Снега нет еще, а рябчик уже в снегу пытался спать. Купался в снегу. Чуть-чуть, вот камера была жалко повернута, прямо вот возле стекла пролетел рябчик.
знаю, докуда мы доедем на этой машине, но если мы приедем, поднимаем все жерлицы, и пока машину не отремонтирую, будет стоп-поездка. А возможно, да, колодку сорвала, она дребезжит. Да, потому что вот шрус на таком повороте шрус сразу уже выйдет, если сорвал. Скорее всего, да, сорвала колодку. И она дребезжит сейчас. Ну, мы так доедем, нет сорванной колодкой. Конечно. Она так и будет бренчать, и все, да? Да. Ну и бог. Просто гоняет, там, она пустилась. Ладно, пусть бренчит. Мы едем на рыбалку. И потом обратно, и потом уж ставим машину на ремонт. Как-то вот так, все, погнали. Не знаю, докуда мы доедем. В общем, запахло горелой резиной. Ремень на месте, колеса, резина на месте. Что-то горит и что-то скребет. Григорьевич говорит, кардан. Я залезал под машину, кардан, крестовина, в принципе, все на месте. Я думаю, вот, скорее всего, в этом колесе, потому что, мне кажется, звук отсюда идет. Тормозные накладки с диска сорвало. И эта накладка где-то, что-то где-то дребезжит. По большому счету надо отключить это колесо и посмотреть, что там. Ну так, слева-справа выкручивал, посмотрел, вроде ничего не видно. Не знаю, неохота терять время. В принципе, недалеко уже осталось. Сейчас доедем, не доедем, посмотрим. Порыбачим, попробуем потихоньку добраться до дома. И потом уже встаем на ремонт. Сколько он будет продолжаться, это зависит от поломки. Разберемся с поломкой, закажем запчасти, посмотрим, что да как. А там видно будет. Главное теперь до дома добраться. До места рыбалки почти уже добрались. Что там, проедем, нет? Там закладывали, туда дальше видно, колея ездит. Попробуем, да? Ладно, попробуем. Сейчас не такая крутая. В принципе, осталось-то немножко. Сейчас доехать еще. И потом где-то, ну, час ходу, наверное, по лесу. Вот здесь вот главное. Здесь мы проедем. Здесь, если левее брать, наверное, вот здесь вот. В принципе, вот тут вот крутой спуск, может задеть. Ну, потихонечку на блокировочке, скорее всего, заедем. Тут ручей идет, потому что... Ладно, попробуем. Фу, опять поломка. Хорошая машина Нива, но ломается быстро, это пипец. Особенно ходовая. Ну, конечно, мы сейчас ездили по воде, в морозе, и все. Вон, все закидало, он все переломало, все закидало снегом. Все во льду, все пружины, все шрусы, все пыльники. Поехали, говорю, что там? Смотри, не смотри, отсюда уже не видишь. Что? Отсюда вижу, но рука не войдет туда. Потрогать шрус сам вот. Шрус я трогал, он нормально держится. Я говорю, это тормозная накладка. Ты сам говоришь, шрус бы, если сломался, он бы не поехал. Конечно, шрус сломается, он же станет. Так что это, скорее всего, тормозная накладка, вот эти две. У меня как-то на Красной Ниве Коротыше вырывало ее и суппортами тормозила об диск. И такой скрежет стоял. Я тогда нашел выход из положения, отпилил березки кусок сырой, выточил ножом как-то колодку, накладку такую выточил, прижал ее и этой деревянной накладкой ездил, чтобы об железо не тормозило. Скорее всего, такая же причина, просто тот раз у меня ее полностью вырвало, а сейчас, видать, ее как-то напополам, и ее она вот дребезжит, там скрежет такой стоит. Пипец. Ладно, надеюсь, до дома доедем. Приехали до переправы, лед здесь никакой. Помните боржу, по которой мы переходили, она была ниже по течению, теперь она повыше. Но ее поставили неправильно, вдоль по течению, надо было так поперек. И две очень тонкие доски, очень тонкие. Григорьевичу говорю, ничего не выдержит, туда не лезь лучше. А Григорьевича разве удержать? Там сейчас это все переломается и все. И все равно лезет. Вот сломается, упадет и все равно полезет. Блин. Вот, все. И что все? Дальше. Поскользнешься, скользкая будет доска и костей не соберешь. Тут долго, что ли, стоять на ней? Выебываться. Все, вон, потихоньку. Раз такие колья.
Кола держится, так поджался, 5 килограмм на руку взял, и все. Ну ты 70 весишь, я 94 чистого веса, 97 даже, 8. Ну, я... Плюс это, у меня 110 килограмм весу, блин. Ну, у меня... Я сомневаюсь, что эти две жердинки меня выдержат. Спокойно. Выдержат. Может, поехали, лучше не будем рисковать? Так уже, блин, приехали, тут осталось 300 метров. И... А шандарахнуться вот сюда, в воду. Не шандарахнешься, что ты. Давай. Очень далеко от берега. Проще вот уже что-то вот сюда положить, а вон там везде, переходили. Везде палки, видишь, везде держишься. Ты же на руках держишься 10 килограмм. Мне проще вот что-то положить бревно туда вниз и пройти низом по бревну, чем вот это карабкаться такой вверх. Нет. Это самое то, нормально. Мужики тут же ходили. Да, мужики безбашенные, они и по 2 сантиметра по льду ходят. Ну, так Не знаю, что получится у нас. лучше. Надеваем ящики, бур беру и пошел. Неугомонный Григорий все-таки пытается перейти. Как бы я его не уговаривал. Я вам себе тяжелую это тушню забрал. Так, бур. Не знаю, как ты собираешься здесь идти. Оставил бы все это. По доскам вот так. Вот раз. Сейчас та доска между досок пойдет и все. Я на нее не наступлю. Лед там не держит. Тихо, тихо, тихо. Что ты там хочешь? Там льда нету, там только корка. Ну и глубина, видишь? До глубины там хватит, чтобы шею сломать. Вот. Дно. Я тебе говорю, там метр глубины. Откуда? Я же знаю, здесь. Ну, Там. А вот тут... Там коряги просто, Иван. Ты не смотри на то, что там обветку какую-то же бурту. Ладно. Так, там пока. Ох. Эти досточки, блин, две жердины сейчас сломаются и пипец. И на эти колья врежешься. Ладно бы 50-ка была, блин. Две гнилые горбулины, блин. Не дышим. Блядь, вот тут надо что-то зацепиться бы куда-то. Подборку было. Блядь, как обратно, если скользкие будут, бля? Вот непослушные, а? Вот. Так, очень. Надо палку, все равно рубить палку надо. Надо еще ближе, еще ближе. О. Они чтобы не расходились. А вот так короткую ты просто поставила, это под... Ну ты понял. Таким макаром, с палкой. Тук-тук, тук-тук. Так, Ну что? Палку где же? Срубить палку. Что, оттуда будешь палку рубить? А? Оттуда будешь палку рубить? Не, а ну-ка вот ту не вывернешь. Эту? Ага, нет. Так. О, Не. привязывай. Она и приколочена. Вот. Только если вот эту. Бу-пу. Бу-пу. Григорич авантюрист, блин. Я бы нахрен развернулся и никуда бы не пошел даже. Нет, вот надо, блин, шандарахнуться, чтобы, блин, проблемы были тут. Это проблема. Там не надейся на лед, там льда нету.
Я тебе что и говорю, ты говоришь мелко тут, блин. Люди переходили. Все шатается, блин. Перешел. Ну, слава богу. Я тебе сейчас пешню кину. Перекинул. Ладно, пошел я поищу доски понадежнее, а то это фигня все, блин. Ты иди потихоньку, я тебя догоню. Вот это, может быть, чуть-чуть удержит. Тише, 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 не споткнись только. Скользко очень. Блин, не лезу. Не лезу, упираюсь в эту жердину. Слишком близко. А это слишком далеко. Опа. Опа. Это здесь ты перешел? Вот, а это надо куда-то сюда воткнуть ее. Здесь лучше по низу пройти, наверное, Ну да, там же железяка. чем по верху ходить. Вон, видишь, тут коряги, тут упадешь, шею сломаешь. Это вообще убрать лучше, она вот так стоя поставить, чтобы за нее держаться. Да. Да. Она короткая. Но все равно. Опа, видишь, она вообще не держит. Смертники, блин. Тут они, стоит только поскользнулся, и отсюда точно без шеи не выйдешь. Даже тут вот можно ушу. Пешня. Пешню я тебе кидал там. Да. Я тут подолбил и все. Ты что, не помнишь, куда бросил? Нет, я как раз пешней вон там. Поломал. Ай, бля. Сколько проблем сегодня за день уже, бля. Да-да-да. Пипец, бля, какой-то, бля. Эй, ого. Блин, вспотел уже. А что ты не раздеваешься? 5 градусов. Да? 5 градусов, Неси в руках и это, и это, и это. Че раздеваться? 5 градусов ниже 0, ветра нет. Да, тишина, штиль полный. И уже жарко. Вот сегодня надо было на тех озерах, а вчера здесь, когда ветер дул. Да, возможно. Ну, А мы сегодня чухнулись сюда, все уже мокрые, по тем где-то треть дороги прошли, еще 2/3 по лесистой вот такой вот местности. Ну, там еще и по бурелому. Так что да, придет. приедем насквозь сырые, наверное. Придем, то есть. Ничего. Зато клевать сегодня должно, да? Должно За клевать. такие наши мучения, труды. Ой, и окунь, сорога должна. Вот. Немного за этим буреломом уже виднеется начало озера. Вот такой вот бурелом. Пипец. Это надо скакать, прыгать. Григорьевич вон немного подостал. Ну да. Проходит рядом с деревом. Говорит, наверное, старше меня, да? Конечно, да в 2 раза. А то и в 3. Ей лет 200. Но оно все уже мертвое, стоит просто, Ну да, высохло. стоит. Она прабабушка этим вот деревьям. Этим деревом можно, наверное, полгода печку топить, да? Одним, если не год. Да. Очень-очень. Как настроение, Григорьевич? Отлично, и только тепло очень. Тепло? Это хорошо. Главное, чтобы ветра не было потом, а то сейчас мы
Идем, ветра нет. Придем и ветер будет. Будет обыдно. Нет. Вон уже вижу. Нет. Просвет. Вот. Озеро. Еще вдоль немножко по бурелому пройдем. И мы на озере. Да. Ну как? Тепло. А вот рябина. Смотри, сколько рябины. Ох! Рябчика нет. Вон такая вот красота. Это столько еды, да? Да, столько еды. Она сейчас уже сладкая, наверное. Вкусно? Очень вкусно. Ты вместе с самхом ешь. Так. Это полезно. Еще немного. Вот оно, озеро уже. Там видны следы. Вчера Валера здесь, покчинский рыбак, приходил, рыбачил целый день, поймал только 4 окуней за целый день. Позавчера Лешка приходил, еще один покчинский рыбак. Вон кострище уже, вон дерево потихоньку сжигают. Дерево потихоньку сжигают, говорю. Ну да, убывает. Но Оно вот здесь было. мы здесь, помнишь, жгли прошлый год еще? Да, вот здесь было. Вот потихоньку уже сожгли его. Там он пополам. Позавчера Лешка приходил, покчинский рыбак, тоже здесь поймал за целый день 4 окуня. Озеро, которое дает не больше 4 окуней в день. Ну это не всем, не всем. Но у нас так как двое, Мы давно не были тут. так как нас двое. За каждый день по 4. Так, возле берега пробивается, а там вроде бы держит. Вроде есть лед. Ну здравствуй, озеро. Да. Как тебя только не называют, но Полипты. не поли, а полик. Поликты. 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 Так что здравствуй, озеро Поликты. Тебя как только и лесное, и политы, и как только тебя не называют. Но ты была по жизни озером Поликты, значит и будешь Поликты. И дай Бог, ты сегодня нас угостишь рыбкой. Жерлиц не взяли, потому что идти далеко очень тяжело. Ручей там вижу немного открыт. Прошлый год, помнишь, да, Иван, здесь мы плавали как лед. Да-да. Наступала вода. Оставили вон там жерлицы даже. Жерлицы там в начале. Вода наступала, и мы потом убежали там. Помнишь? Что я еще гроздь сорвал. Ничего. Даже обходили, помнишь, убегали, здесь никак было пройти прошлый год. Да. Все. Ледобур, надо было сотку взять, наверное. Что-то мы... Рюкзак оставлю здесь, на льду. И начинаем. Начинаем, друзья. Григорий Черебенко питается. Первые 2 пробуренные луночки. Достаем удочки. У меня блесна от Михаила Пантелей. Ты на блесну? На блесну, да. Я люблю на блесну. Пусть оно даже не клюет, но я все равно люблю. Блюблю. А здесь ветерок-то есть небольшой. Ну, это будет все равно. Южный. Днем будет ветер, а я куртку не взял, теплую. Правильно. А вон хлыстика, вон тут и выпал. Я, видел, что он торчал? Ох ты, надо же. Зря матерился, да? Да, прости меня, хлыстик. Прости, ты хороший. Ты хороший. Это я Нет. плохо тебя за... Походу такого ахового клёва уже не будет. Я уже 10 раз дыркнул, а он нифига. Он не хочет. А он не хочет ничего. Я хочу, а он висит. Ну что ты, делаешь? Висит, да? Да. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Я-то не обещаю, конечно, вам тут клев, но я так не буду ждать. Да? Нет, я сейчас потрясу, и он меня клюнет. Только так, только в путь. Он встанет и клюнет. Да, конечно, слушай, только это. Самое главное. Да. Не дать ему, как говорится, оторвать. Тут есть хороший окунь, тут есть щучки. Да. Ловили же на мормышку щук. Мы с собой взяли только 2 жерлицы. И у меня одна есть. Я поставлю вон там, где у меня щука отрывала поводок.
Я прошлогоднюю щуку поймаю. Она выросла уже, да? Ну конечно. Если хариус у тебя сзади не растет. Да, а это вообще лишь бы в лунку вошла. О, Не, глубина нормальная, понимаешь. блесну не хочет. Совсем не хочет. Ладно. Будем буриться, будем ставить жерлицы. Ну вот 5-я проверенная лунка. И вот наконец-то первый окушок. А? Первый вот такой небольшой окушочек. На блесенку. Дал надежду, может быть еще и поклюет. Посмотрим. Так, ну что, начало есть. Здесь есть хорошие окуня, вот такие вот. Есть подъязки, есть плотва, есть щучки. Не знаю, сейчас я пройдусь блесенкой сначала. Потом, если будет брать плохо или вообще не будет брать, поставлю мормышку и прогуляюсь с мормышечкой еще. Григорьевич вот сидит на одном месте с мормышкой. Пока тишина. Погода по сравнению с вчерашним просто райская. Ветра нет. Еще благодать. Ну, повторения не последовало. Значит, рано радоваться пока. Время 5 минут 10. Чем дальше мы рыбачим, тем больше мне кажется, что мы все-таки зря сюда приехали в такую даль. Зря промудохались, зря рисковали. Вон, повалил снег, просто идет стеной. Сырой он такой, вроде бы минус 5, а он типа снег с дождем, такая фигня идет. Поклевок нет, вот один маленький окунь и все. Поставил 2 жерлицы, и Григорьевич вот жерлицу поставил тоже. Ни одной поклевки. Григорьевич что такого маленького окушка поймал и все. Не знаю. Пришла пора, наверное, менять приманки. Еще попробую приманки от Василия Чупина, что пришли. Если они работать не будут, то я не знаю. Блесну попробовал, мормышку попробовал уже все. Ни одной поклевки. Нет намека даже, что здесь есть рыба. Сейчас снег пройдет, попробую прогуляться с камерой еще по лункам. Ну, если нет, так нет. Пришли все равно. Часика 3-4 здесь побудем и будем сворачиваться. И сворачиваться будем уже по полной. Поднимаемся жерлицы на озерах. И пока не окрепнет лед на Печоре, навряд ли я сюда больше приеду. Что-то у меня уже начала надоедать такая рыбалка. Лед на озерах есть, но рыбалки никакой. Была рыбалка по первому льду, мужики говорят. Но сейчас лед здесь более-менее укрепился, и рыба просто не хочет брать. Как-то вот так. Вот, друзья, поменял мормышку. Поставил вот такую вот мормышечку от Василия Чупина. С коллекции. От коллекции Василия Чупина. Эта нимфочка моя была. Поменял вот свою мормышку. У меня такая вот вишня стояла. Привязанная. И вот еще сколько всякого от Василия Чупина. Будем пробовать. Почему поставил именно такую мормышку? Потому что вот такая еще одна есть у меня. Остальные все разные, но все в единственном экземпляре. Что-то если оборвет, будет жалко. И потом вот попробую еще вот такой балансирчик с глазиком самодельный погонять. Если не получится на мормышку, попробую вот этот балансирчик. Ну, этот чертик тоже можно попробовать, вот черный. Но я так думаю, это более когда активный клев. Будем пробовать все, потому что рыба здесь есть. Просто надо найти к ней подход. Рич поймал. Вот. Вот тоже окушок один такой же, да? Как у меня? Да. На что поймал? Красная мормышка. Я сейчас тоже поменял вишневую на красную. Мне Василий Чупин отправил мормышки, а сейчас... Помнишь, когда на мылу не клевала? Ага. Игорь привязал красный, потом я достал вот эту вот Ну, красный с черным. Ну, мне сейчас похоже, кинул, только покрупнее у меня. Кинул и сразу клюнул он, если бы... Как божья коровка такой да. вот. А сейчас нету. Так что на красненькую, я думаю, сейчас тоже мы Кинул половим. вот так.
Только приподнял, он сразу тык. Сразу, да? Да, даже я не дразнил, а видишь, нету его. Сейчас посмотрим. Пойдем в другую. Была первая поклевка. И клюнул так бодренько, главное. Но промазал. Прямо на игру клюнул, Григорьевич. Ну да, так и у меня тоже. Я сыграл, тут он сразу тыкнул. Я так начал поднимать, так тюк ударило и не попался. Но поклевка была уже радует. Да. А до этого вишневая мормышка была, вообще поклевки не было. Тоже такую красненькую поставил с белыми точками, как божья коровка. Друзья, вот и разгадана причина бесклевия. Снасти здесь ни при чем. Достал камеру, закинул под лед, и как мы видим, здесь вообще ни одной рыбы нет. Вообще ни окуня, ни плотвы. Как-то у меня уже был опыт с этим озером, я также вообще клёва не было. Но тогда камеры не было, я эхолотом чисто проверил. Эхолот не показывал ни одной рыбы. Теперь мы это видим даже в камеру. Я не знаю, куда здесь делась рыба. Но вот я сейчас вот смотрю и просто я не вижу ни одной рыбы. Ни одной. Или она совсем не ходит в коматозе, или просто ее нет. Прошел уже 3 лунки. Сейчас пройду еще. Где-то, если найду рыбу, я вам покажу ее и будем пробовать ее ловить. Но пока я рыбы не вижу. Она просто исчезла. С ума сойти. В такую даль, с такой надеждой. И на том озере хоть рыбу было видно. Она плавала, но не брала. А здесь даже рыбы нет. Ладно, будем искать. Оказывается, все-таки рыба здесь есть. Все-таки одного окуня я нашел. Сейчас вам попробую показать, если получится. Вот он здесь где-то плавал. Я видел прямо его на глаза. Вот он, вот он, вот он. Нет, не вот он. Но я его отчетливо видел. Он подходил прямо к камере и смотрел на камеру. Может быть, это с другой стороны немного. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. А окунь есть. 2 окуня здесь, Вань. Так, блин. Ну-ка попробую. Вот он, 2 окуня стоят. Все-таки я их нашел. 2 окуня. Обошел, вот он плавает здесь. Вот он, глаза блестят. Стоят на месте. Вот он, вот они глаза его, эти глаза напротив. С похмелья, да? Ну-ка. 2 штуки здесь стоят. А так вот, сколько я прошел, ни одной это не было. Нигде рыбы не было. Вот здесь вот я сколько... сорогу я поймал. Да, я видел сорогу, там тоже рыбы не было. А здесь вот 2 окуня стоят. Я видел твою сорогу. Рыбы вообще на озере нету. Все озеро перешел. Обошел, то есть. Вот здесь пошла растительность. Травка здесь пошла. Может быть, травки что-то и будет. По крайней мере, в той лунке 2 окуня было. А что ловить-то, если рыбы нету, блин? Там хоть рыба была на том озере, блин. А здесь вообще нифига нету. Вон, пустое. Тут вроде и травка пошла, а в траве даже все равно рыбы нет. Не знаю, что стало с озером, куда делась рыба. Раньше здесь рыбы хватало. Раньше ловили на леску 0,3, на простой крючок, на червя, помню, в детстве. И все уходили с уловом. Теперь тоненькая леска, мормышечка, такая-сякая. Рыбы нету, рыба куда-то делась, я не знаю, что с рыбой. Почему она бросила это озеро? Кто-то с похмелья, наверное, сходил в туалет возле озера где-то. Да. Вода прибыла и все. Да.
Ну ладно, будем искать, часика 2 еще поищем. Вот там окунь, там плотвичка. Может быть, что-то еще и наковыряем. Я пройду с камерой по всем лункам, может быть, где-то найду рыбу. Будем искать. Так, в той лунке, где я видел 2 окуней, Григорий все-таки вот одного выудил. Вот такого вот красавчика. Вот такого вот красавчика. И вот сейчас мы смотрим, вот играет мормышка у Ивана. Вот он играет. И там где-то должен стоять еще один окунь. Камеру положил на дно. Сейчас попробуем оторвать ее немного. От дна вот так оторвали. Вот мормышку видим. Вот она играет. Но окуня рядом нет. Окуня рядом нет. Крутанулись. Крутанулись. Так. Вот она. Куда-то уже. Но он здесь стоял. Здесь их 2 штуки было. Возможно, он с той стороны камеры. Так, а крутануть я пока не могу. В одной руке камера. Вот она мормышечка. Но окуня рядом уже не видать. Куда-то он вот что-то там блеснуло где-то. Только не понял, что это было. Вот он, глаза окуня. Вот он подошел вокруг, возле мормышки прямо стоит. Ему пофиг на эту мормышку, блин. Вот он, вот этот окунь. Подошел окунь. Ему пофиг совершенно на эту мормышку, Иван. Вот он. Он даже не реагирует на нее, получается. Вот справа, с края экрана мормышка вот кидает Иван на землю ее. Тудым-сюдым. Может, смущает камера ее. Давай поднимем камеру. Вот. Вот она мормышка. Камера где-то рядом. Ну, покажись, как ты клюешь. Да, покажи, как ты хапнешь. Да, как ты можешь. Вот сейчас намутим, попробуем вот так вот. Да, постучим на... Вот он блесканул. Вот этот окунь. Окунь там стоит. Окунь стоит. Ему ровно начхать на эту мормышку с опариком. Вот он. Ему совершенно наплевать. Ладно, мы это поняли, что большого количества рыбы на озере нет. Что есть, берет очень плохо, активного клёва нету, проясняется, холодает. По ходу меняется давление, может быть, к вечеру и поклюет. Так что все убираем. Будем ходить по лункам, будем сверлить, будем искать. Рыбы мало, но рыба есть. Будем менять на живки, будем менять приманки. В общем, будем заниматься, грубо говоря, херней. Нет, испытаниями. Да, испытания. Мне кажется, мы здесь ерундой занимаемся, это точно, блин. Да. Тебе так не кажется? Нет. Нет? Это рыбалка. Рыбалка? А что же? Это Если бы постоянно клевало, было бы неинтересно, да? Конечно, что перекурить, чай попить некогда. А так, пожалуйста, сходи, попей чай. Да. Все, друзья, выключаемся и будем рыбачить, как Григорий сказал. Это рыбалка. Какая она, никакая. Да, а так, она рыбалка. если постоянно клюет, уже потом, блин, ну некогда нос вытереть. Все, только кинул, уже клюет. Да ну нафиг. А так вот интересно, 1 в час, и то... Да, мы сколько, 3 штуки поймали, сказала, озеро дает 4, нас 2, значит 8 штук мы своих сегодня поймаем. Должны, то есть обязаны. Так, друзья, пока я ходил тут с камерой, взял удочку, иду, смотрю, лежит, вот такую картину, в общем, наблюдаю. Флажок вылетел, по этой причине я и не заметил, что сыграла жерлица. Но она сыграла, просто так флажок бы не вылетел. В общем, смотрим, что у нас послужило причиной сработки. Ох. Ну дай бог хоть щучка. Дай бог хоть щучка, но фиг. Щучки нет. Жерлица вся размотана. И, к сожалению, друзья, сход. Вот так вот. Вот такой вот маленький окушарик был.
Щучка хапнула, щучка была, и щучка ушла. Сразу выплюнула. Ну, не сразу, наверное. Размотана. Скорее всего, это сход. Ладно. Кидаем сюда же, может еще попадет. Итак, потеряли еще часа 3. Оббурил все озеро. Он дошел до ручья. Дальше не рискнул, так как здесь ручей вот промывает. И опасно. В принципе, лед нормальный здесь еще. Но смысла не вижу дальше идти, потому что вон с обоих сторон пробурил больше 100, это точно. Где-то примерно 120-130 лунок. Пробежался блесной вот. Помните, я вам говорил, прошлый год Михаил Пантелей мне тоже отправлял. Вот такая вот блесна с гравировкой Коми Рыбак. Я не знаю, видно, не видно гравировочку. Но я ее хорошо вижу, если камера поймает. Белая блесна, Коми Рыбак. С двух сторон вот такая белая. И третья сторона вот такая вот желтенькая. Пробежался для начала с ней, думал, ну, если щука хапнет, потому что эти без поводка все-таки 5 сантиметров до лески. Думаю, если щука не крупная, то ничего страшного. Ни одной поклевки. Даже у Ивана Григорьевича закончилось терпение, говорит, поехали. Поймал окуня, плотву. 2 окуней плотву. У меня тоже 2 окуня, что ли там. Вообще ни о чем. Походу для этого озера уже наступило глухозимье. Или просто что-то давление, или я не знаю что, но уже сколько, около недели, наверное, вообще на озерах не клюет, а на Печору никак выбраться. Как-то вот так. Еще буквально 15-20 минут пробегусь с мормышечкой и будем сматывать удочки, сматывать жерлицы на озерах и выдвигаться домой, если доедем. Вот такая вот беспонтовая, самая беспонтовая рыбалка в этом сезоне, в этом году пока. Да и что-то я не припомню, чтобы подряд вот так вот столько беспонтовых рыбалок. Но рыбалка есть рыбалка, не всегда клюет. Так что, ну, хоть с погодой сегодня хорошо, не то что вчера. Погода меняется такая, из крайности в крайность, но на рыбу это никак не влияет. Глухо. Глухозимье, походу, на озера. Ну что, на Печоре оторвемся. Так, вернулся на нашу базу. И вижу, что у нас работала опять та же жерлица, что до этого срабатывала. Так что пойдемте глянем. Иван Григорьевич не заметил, видать. Пойдемте глянем. Иван, что не смотришь? Жерлица сработала. Жерлица сработала. Но я вижу, что не видел. Вот она, моя хорошая. Сработала уже 2-й раз. 1-й раз был сход. Размотана опять вроде бы полностью до петли. Сейчас посмотрим. Она все уже размотала полностью. Если замотала, то уж замотала. Ну давай хоть щучку какую-то. Нет, еще раз нет. Опять размотала, опять ушла. 2-й раз уже. На этот раз украла. Ну, украла живца, нету живца. 1-й раз била живца, 2-й раз сейчас вот украла. Сейчас я через жабры пропущу маленького вот этого живчика. Попробую. Я так цеплял. Она ушла. Теперь попробую через жабры вот так вот пропустить. Как обычно я делал раньше. Попробуем. Какая-то щучка здесь живет. Напоследок могла бы и хотя бы зацепиться, ёшкин кот. Уже 2-й раз срабатывает. Второй раз срабатывает жерлица, крючок крупный.
Щука походу мелкая, вот и сходит. Ну, Бог любит троицу, давай. Бей третий раз. Будет все отлично. Здесь глубина небольшая по сравнению с теми озерами. Так что давай ждем. Ждем третьего выхода от тебя. Упорно пытается поймать рыбу. Упорно пытается поймать рыбу. Ну, Григорич, ну неугомонный. Около 200 пробуренных лунок. Потерянный день. Убитая спина, убитые ноги. И все напрасно. Рыбу мы так и не нашли. Что бы мы ни делали, блесна, мормышка, безмотылка, ну все что угодно перепробовали. Полный, ну как, не полный ноль. Я что поймал? Я 2 окушков, наверное, или 3, не помню уже. Григорич там штуки 3 окуней, да. 1 плотвичку. Я вот... Было 2 сработки жерлицы. И то ничего не получилось. Он я закидал живцы. 5, наверное, получается. Не знаю, выживут, не выживут. Изрешетили все озеро. Все бесполезно. Поехали, Григорич! Бесполезно. Нам еще надо поднимать жерлицы. Нам еще надо добраться до машины. Нам еще надо на этой поломанной машине кое-как до дому добраться. Сначала до деревни. В деревне кое-какие дела сделать. Потом еще до поселка. Делов столько. Не знаю. Вообще никакого желания больше нет появляться на этом озере. Который раз она у меня уже впустую получается. Ну и ладно. Берем передышку. Поднимаем сейчас по дороге все жерлицы. И восстанавливаем машину. Ремонтируем. И будем ждать морозов. Сейчас, как видите, опять потеплело. Где-то -2, может быть, не больше. Будем ждать морозов. Будем ждать ледостава на Печоре. Будем ждать рыбалку на Налима. А вот эти пустое времяпровождение уже что-то мне вот так вот. Так что не говорю до скорой встречи. Говорю просто до встречи на канале Коми Рыбак. Ну а по пути мы сейчас проверим жерлицы. Что-то будет интересно, обязательно покажу. Ни одного... Блин, как дикие кабаны. И ничего, не нарыли. Что, как настроение? Обидно, досадно, ну ладно. Ну ладно, что теперь? Да, что ж, ну не каждый же раз. Немножко это. Ну 8 штук поймали. С горем пополам. Раз по 4 дает. Спасибо, озеро, за рыбку. Огромное тебе спасибо. Большое спасибо. Нарыли, как дикие кабаны, блин. Ну, 8 штук своих поймали. Мы тебя никогда не забудем. Никогда. И до весны Не увидим. Я не знаю, я, наверное, еще позже, дольше не приеду. До весны не придем. Не хочешь, не надо. До свидания. Озеро, спасибо и на этом. Все, потопали. Нас еще ждет трудный путь домой. Все, погнали. Ну вот и дошли мы до нашей переправы. Как видим, уже промыло. Был тонкий ледок, вот уже промыло здесь все. Так что очень и очень опасно. Здесь глубина где-то по пояс, но там бревна. В общем, нежелательно падать. Сейчас попробую перейти. Что из этого получится? Ой, мы сейчас увидим. Доска и дощечка доска подвела казака, не подведи казака. Так, стоп.
Здесь надо выкинуть пешню. Вот так, подожди пока, Вань, не иди. Пешня там. Так, здесь я через низ пойду. Вот так вот. Так. Так. И здесь я пойду вот так вот бочком. Так. Если у меня рюкзак будет мешать. Ой, да, нет, не зацепляешь. Нет, рюкзак мешать будет об эту палку. У тебя ящик тоже будет мешать, так что так вот бочком иди. Так, я перешел. Григорьевич, аккуратней. Так, готовим. Так, ты это... Тихо, дай я у тебя ящик возьму, Вань. Погоди, сейчас. Че, дай ящик возьму. Без ящика удобнее тебе будет. Подожди. Давай. Тихо. Тихо, да. На. Так. Ящик тяжелый, потому что... Да, рыбы. Там целых 6 штучек. Хорошо, что много не поймали. Да, то бы доска не выдержала. Да, как бы мы перешли. Аккуратнее, не спеши. Эта палка Не спеши, не подскользнись. Гнется, а это не гнется. Аккуратно. Еще аккуратней. Еще аккуратней. Так, еще аккуратней. Не подскользнись. Все, окей. Дай 5. Вас благодарю. Все, давай. Давай. Это. С Божьей помощью хоть здесь не навернулись. Да, хоть здесь без матюгов. Да. Ой, теперь главное, чтобы наша Нивушка доехала до дому. Я перед ней, конечно, дико извиняюсь. Можно было колодки-то кипятком помыть, прежде чем в наглую срывать. Но прости меня, Нивушка, довези до дома, я тебя отремонтирую. Я вот так говорю, моим дядькам куплю новые рычаги. Все, поставлю новые. Давай. Еще немного, еще чуть-чуть. Следующая остановка на озере. Надо нам еще это найти. Блесну магнитом Ну да, поискать. Же, ты же заметил. Да. То есть, если бы палку только никто не убрал. Пахнет горелой резиной. Но не колеса. Нет. Вот загадка века-то, да? Что-то где-то трется так, до такой степени, что горит резина. А где резина? Вот именно запах горелой резины. Ой, господи, дай Бог доехать, конечно. Да не загореться еще, блин. Не пойму. Я понятия не имею, где эта резина горит. Именно не пластик, а именно запах горелой резины. Может, пыльник где-то натирает, я не знаю. Ладно, все, пока светло, давайте поехали, поднимем жерлицы и попробуем достать нашу блесну. Да. Итак, со всех жерлиц, что мы оставляли, сработала опять та, которую мы вчера поменяли живца на плоту. Доставай, Иван, щуку. Минуточку. Нету, наверное. Нет, доставай. Нету, ну-ка. А, ну Тут же я вчера менял. А, есть кто. Натяжечка есть небольшая. Не запутай только. Нет. Есть. Нету. Вот она и срывала 2 раза. Ой, щук. Не горбатая, как вчера я Нет. отпустил. А, горбатую я же там отпустил. Это как хариус. Это коту. Коту. Что, сильно глубоко заглотила? Ну да. Вон. Ай-яй, аккуратней. Отпусти, ёб твою, не кусай, блин. Да, это... Какая... Сделай усыпительный укол ей. Сейчас, запросто. Я думаю, может быть. Единственная щучка и то.
не габарит. Так, именно здесь у нас произошел обрыв блесны. Так. И мы теперь, вот она луночка, и мы теперь попробуем с помощью поискового магнита достать эту блесну. Если никто не пошутил и палку не перекинул. Так, А, нет, я... Подожди, я же... Ты рядом. Рядом, да. Где-то я рядом. Вот здесь С лунка. какой стороны? Лунка не здесь. Вот она лунка. Вот она лунка. Да. Я же рядом точно. В принципе, блесна должна быть ровно над этой лункой. Если магнит действительно хорош, так ровненько вот так вот. Видишь? Если магнит действительно хорош, и на нем написано действительно 300 килограмм, лишь бы он никакой танк не вытащил. Сейчас, Заказывал. сейчас, Чуть поближе, подойди. Поближе, сейчас поближе. лодочный мотор. Чуть ниже. Вот так вот, да. Еще ниже чуть-чуть. Вот. Этот магнит я заказывал еще летом. Потому что, проплывая, когда смотришь на Лима, очень много железа остается. И я как бы хотел, ну, металлолом пособирать. Но лето кончилось Быстро? очень и очень быстро. И мы ничегошеньки не успели. Так что испытания этого магнита у нас пройдут сегодня. Ну а на будущее лето мы обязательно воспользуемся этим магнитом. Так, вот такой вот магнит. Интернет-магазин неодимовых магнитов. Осторожно, сильный магнит. Так. Так. Заказывал 300 килограмм. Сейчас мы это посмотрим. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Ёшкин кот, а где веревка? Я же веревку заказывал. Там, может, ниже. F302 умножить на 2. Суперсила. Умножить на 2, это получается 600. можно вот и так закрутить гайку. Можно и со стороны. Вот если, Да. скажем, кидать где-то, Да, то нам надо закрутить вот так. да, да. Его вот так вот закрутить, получается. Чтоб плоскостью. Да. Блин, а я же с веревкой заказывал. Почему? Я думал, здесь тоже веревка есть. Шнур они не отправили. Ну ладно. А что, как без шнура? Никак. Вот так вот это делается дело. И это вот так вот контрагайка. Блин, ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот если оно так блеснут, притянет. Ну, там не только с травой, а совсем Да, сейчас. с рыбой вместе. Так, все, магнит собран. Осталось у нас найти веревку. Итак, в машине я нашел полевик. Это кусок провода, полевой провод. Вот такой. Он был двойной, но я распутал его, соединил. И сейчас мы будем пробовать. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Так. Рыба не клюет, так хоть на магнит половим. Да, цепляйся, щука с блесной. Нет, одинарный бы не дошел провод. Не хватило. Так, ну, давай, я надеюсь, что сейчас наша блесна от Михаила Пантелея прицепилась. Ну-ка. Пока нет. Видать, хорошо зацепилась.
Может, об корягу. Если бы об траву, в принципе, траву он должен выдернуть. Надо было камеру взять, наверное, посмотреть камерой сначала где, да? Точно. Чтобы не вслепую искать, надо посмотреть, куда она вообще зацепилась, эта блесна. Пока мутить не будем. Пока мутить не будем. Если сейчас она не зацепилась, пойдем искать камеру. Пока выключаемся. Так. Включил камеру. Как мы видим, растительности здесь очень много. И как мы видим, вода здесь очень и очень чистая. Не зря это озеро назвали светлым. И, скорее всего, блесна наша где-то в этой траве, я так думаю. Нашел? Так. Отпускаем до дна. Рыбы не видать. Блесны, так, все на дне. Так. Рыбы нет и блесны тоже нет. Но куда-то же она делась. Как мы видим, ни одной рыбы здесь нет. И блесну я тоже не вижу. Но еще попробуем, если ничего не получится с магнитом, вырубить рогатину, как говорил Иван Григорьевич, и накрутить эту всю траву на рогатку. Не вижу я эту блесну. Нифига не вижу. В общем, достал ветку сухую и накручиваю эту траву. Попробуем вот так еще сделать. Так. Если мы блесну не намотаем, то, возможно, она хоть оторвется и упадет на дно, и потом ее уже мы поднимем магнитом ее. Идея, конечно, так себе, но что-то в этом есть. Так, пока ничего. Пошли дальше крутить. Мало веток в конце. Ну, потихоньку вырываем траву. Сейчас потихоньку так накрутим. Может, она в стороне где-то магнит не берет. Итак, друзья, как вы видите, накосил столько вот сена. И все-таки я блесну нашел. Нашел я эту блесну. Вот она, наша потеряшка. Вот она, наша потеряшка. Вот она наша потеряшка. Она действительно была зацеплена в траве. И вот такой кусок лески 0,16 она просто не выдержала и оборвалась. Вот, очень слабая леска получается. Михаил Пантелей мне поставил эту леску, но я все-таки перемотаю и нацеплю леску флюрокарбон где-то 0,18 хотя бы, чтобы было покрепче, потому что блесны действительно очень хорошие, и мне их очень-очень жаль. Теперь покажу, почему не магнитилась наша
блесна магнитами, почему я ее не смог вырвать с травы. Я-то думал, она железная. Вон, на самом деле она вон магнитится. Тройник. Но магнитится вот только тройник. А это биметалл. А вот этот металл, получается, ну вот еще колечко вот магнитится, колечко, куда крючок завязывается. А сама блесна, получается, сама блесна, она не магнитится. Вон, магнитится только вот, получается, колечко здесь и тройник вот магнитится. Но по большому счету, если что-то ты случайно уронил, я, конечно, не буду сейчас кидать ее обратно туда. Ну вот, скажем, вот сюда вот закину, скажем, лежит блесна оборванная, да, я вот закину блесну, вот так, в магнит, то она, конечно же, вот ее поймает. Чисто вот тройничок, за крючок, она, конечно же, ее поймает. Ну а также можно будет поднять любую железную вещь. Железо, ну-ка, интересно, пешню она поднимет? Нет, если я, допустим, утоплю свою пешню. Не дай бог, конечно, но я его утопил. Лежит она так на дне. Я поисковым магнитом ищу. О, зацепился. Ну, 300, не 300, но пешню она поднимет. О, Спокойно. спокойно, она даже вот не падает. Тяжеленная пешня у меня, вот она. Так что можно топить теперь плешну, Иван Григорьевич. Я ее подниму с помощью... Не зря говорят 300 килограмм. Так ты же не поднимешь 300 килограмм. Только сбить. Да нет. Ой. Действительно, 300, не 300, но тут площадь не это, ну, круглая площадь. Да, а если бы она площадь А если бы она действительно поймает что-то такое, плоской, то не типа оторвешь. кастрюли, то действительно 300 килограмм. Надо помощнее веревку. Это Да. полевик не пойдет. Ну да. Приобрету веревку помощнее и трак она поднимет в легкую со дна. Да, Так что шутя. ссылочку, где можно приобрести такие магниты, я оставлю в описании к ролику. Ну, суперсила F300 на 2. Можно так цеплять, можно со стороны цеплять. Вот так вот. В принципе, есть у них 200, есть 100 поменьше. Но есть и мощные, 400, 600, 800 килограмм есть. Представляешь, тонну можно поднять. Ну, в принципе, о, пешню теперь можно топить. Пешню я уже точно поймаю. Ну, блесну нашли уже хорошо. Видишь, где тонкая, видишь, тонкая. Я еще оторвал, нормально. Тихо, Не, нормально сломаешь. совсем. Даже где тонкая. На ручку. Нормально, да. А вот блесна, оказывается, у нас сама блесна к магниту не притягивается. Но мы ее нашли, и то хорошо. Так что не зря. Ну, этот нашли магнит- старым дедовским способом. Да. Как Иван Григорьевич сказал, так и нашли. Да. Взяли рогатку, намотали траву, выдернули. Это я с рыбой вместе выдергивал. Со щукой. Она запуталась. Так что у нас хоть что-то есть положительное на сегодняшний день. Да. А то все минус, минус, минус. Ага, я эту нашел. И вон, ну-ка. Пока ставил А здесь. ее приклеить, нет? Да, нечего Ой, делать. ой. Конечно, это же железо. Я на тут намотал. Это железо, это приклеить. Так, все, собираем жерлицы и... Да. Так, тихо, 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 тихо. Я, наверное, намотал, да, ее? Нет? Да. Вижу. Да, да, да. Ага. Все, сматываем удочки с одного озера, с другого и валим домой, пока не стемнело. Дай бог доехать. Так, отдалбливает Григорий жерлицы, кричит: Гена, тут кто-то дергает. Сейчас посмотрим, кто там дергает. Ну, это щука по-любому. Или, ну, налим, может быть. Нет, скорее всего, щука. Главное, чтобы она не сошла. Налим, Налим. может быть. Вот, Налим, может быть. вот все-таки это налим. Вот из-за этого он резко-то не дернул, получается. Да. Вот такой вот сопливчик. Налимы на этом озере тоже у нас живут. Да. Вот такой вот. Возле елки-то и мы на удочку такие. Вот такие ловились там. в Вот том таких на конце. удочку, да? Да. Вот в том конце, на углу. Так что вот такой вот налим. Не валяшка. Ну, молодец, Григорьевич. Хоть что-то поймал сегодня на озере. Я щуку, ты налимом, мы с тобой с уловом. Конечно, с рыбой вообще-то. Рыбаки. Да. Вот ту надо отдалбливать. Смех смехом.
А она... Вторая жерлица. Так, Григорьевич кричит, еще одна. Кто-то дергается на жерлице. Да, вот. Подведу сейчас. Наверное, налим. Нет, наверное, щука. Щука, наверное, щука. Щучка. Наверное, щука. Ну, неплохо. Вчера я поменял ее местами. Да. Переставил, и получается не зря. Так что Ну, сработало, флажок улетел. Я ты даешь рекорды. рыбак. Одну за одной тащишь. То налим, то щука. Ну, что тут, шутить с ними, что ли? Молодца. Давай тащи дальше. Третью, чтоб тоже покричал. Гена! Дергает, дергает. Так. Вот. Мелочь, а приятно. Зачем? В общем, друзья, проверили жерлицы на втором озере, то есть на первом пусто. Вот наш весь улов. Посмотрите сюда. Налимчик, щучка и еще одна маленькая щучка. Там несколько плотвичек. 2 щучки, штук, наверное, десяток окушков и 4 плотвицы. Ну, короче, 2 ухи. Это, друзья, за 2 дня такого улова мы еще не видели. Теперь, дай бог, доехать до места, чтобы машина доехала. И теперь точно уже, я вам скажу, не до скорой встречи, а после того, как я сделаю автомобиль. Но все равно до встречи, друзья. Иван Григорьевич очень плохо видно, но вот он такой вот. Уставший, но довольный. Заберешь сегодня все на жареху. Да, ну? Да. Тут делить даже нечего. 2 ухи. Тут делить даже нечего. Что тут делить, блин, 2 щучки, 1 налимчик. Не, заберешь. Потом другой раз такой же улов, если будет, не дай бог. Так, совсем невозможно ехать, в принципе, заехали. То есть зашли под низ, скажи, мы нашли причину, вон, сейчас попробую приблизить. Так, вот она. Кардан упал. На стабилизатор. Ну-ка. Сейчас сядет батарейка. Кардан трет об стабилизатор вот этот. И горят резина, получается. Трение нагревается все. Ну, а там не горит, а просто запах идет от нее. А почему у нас упал кардан? Хрен его знает. А, вон. Сломала это. Пластину сломала. Которая держит коробку, да? Да. Ну вот. Вон, сломала пластину, получается. Дернулась. Вон, сломала пластину, которая... На которой коробка висит. Вот она поломка. Это... Даже не короткая, а распредвал или что там у нее идет. Коробка-то ниже идет. Это... Короче, ясно все. Тут уже ничего не сделаешь, надо менять пластину полностью. Ну вот это... В 30-й раз, наверное, залезал под машину, чтобы закидать снегом кардан и то место, где оно трется, вот крестовина, вот флянец, вот то, что трется, вот об стабилизатор, просто нагревается до красна, начинает пахнуть горелой резиной, я закидываю, чтобы хоть не загорелась резина, где-то около полсантиметра уже стерла стабилизатор, она потому что крутит об стабилизатор. Едем уже, наверное, часа 3 до дома никак. Хочу вот показать вам, на, подержи, как примерно мы вот едем. Вот, слушайте. Вот с таким срезком. Вот как-то так вот у нас получается езда. Это не езда, это звезда, блин. Надо будет менять по-любому пластину под коробкой, которая полностью. Это снимать коробку, сливать масло. Она, вот,
не могли придумать отдельно коробку, и вот это, она все, цельная пластина защищает и коробку, и вот этот стабилизатор, он держится. Это сейчас надо будет масло слить, поменять эту пластину, залить масло, поменять эти резиновые втулки. Лишь бы стабилизатор не поломало, стабилизатор по-любому еще менять надо будет. Даже вон на нейтралке и то грызет. Ужас, да и только. Не знаю, доедем ли домой. Проехали мы уже 30 километров на этом сломанном. Больше где-то 35, наверное, километров. Я на нули поставил. И сразу же я там на лугах же поставил. Как-то так. Только направили вам на меня. Лишь бы домой доехали, лишь бы не надо было бы вызывать там эвакуатор или еще что-нибудь. Завтра, если будет место, поставлю на ремонт. Конечно, обойдет копеечку. Завтра, кстати, друзья, день рождения канала, 13 ноября. Вот такой вот подарочек мне машина моя устроила. Так что будем встречать день рождения канала на ремонте. Вот какой грохот идет. Ну ничего, все, что и делается, все к лучшему. Значит, оно должно было так случиться. Так и не иначе. Все. Молим Бога, чтобы доехать до места. Если вы видите эти кадры, значит все нормально и все уже позади. Все, друзья, до свидания. Всем пока. Еще раз до свидания, еще раз всем пока. Ну, а мы трещим, но потихоньку едем. До встречи на канале Коми Рыбак. Надеюсь, мы доедем.